Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил уверенность в том, что в перспективе эсеры и коммунисты объединятся. Свою позицию он объяснил тем, что во многом мнения коммунистов и «Справедливой России» солидарны, но кроме того, это может принести большую эффективность. Что на этот счет думают в партии КПРФ, обсудим прямо сейчас. В программе интервью в эфире главного телеканала «Республики» сегодня вместе с нами руководитель фракции КПРФ в Государственном собрании Башкортостана и первый секретарь Башрескома партии Юнир Кутлугужин. Юнир Галимьянович, здравствуйте. Добрый день. Итак, как вы можете прокомментировать заявление коллег? Это, конечно, интересная новость и для коммунистов, и для всех избирателей. Но я выскажу свое мнение о «Справедливой России». На сегодняшний день социологические опросы показывают о том, что в этом году на выборах депутатов Государственной Думы «Справедливая Россия» может не набрать 5% барьер. И поэтому сейчас лидер этой партии Сергей Миронов кидается и влево, и вправо. И они уже начали консультации с патриотами России за правду для объединения. И сейчас он, ухватывая интересы и наших избирателей от КПРФ, хочет показать, что он является центром вот этой политической игры. Мы ведь прекрасно понимаем, что в этом году, как они работали в прошедшем созыве, они на словах и в программе отражают интересы народа, а когда приходит время голосовать за законопроекты, защищая интересы наших избирателей, они голосуют за кого? За проекты «Единая Россия». Возьмем повышение пенсионного возраста, когда повысили и мужчинам, и женщинам на 5 лет время выхода на пенсию, они ведь голосовали за этот законопроект. Только КПРФ выступала и голосовала против повышения пенсионного возраста. И о том, когда президент подписал указ о повышении налога на добавленную стоимость на 2%, все это бьет по карманам наших избирателей. И прошлогоднее в 2020 году повышение тарифов на энергоносителей, также по всей стране прошла волна повышения оплаты за отопление. Только КПРФ и мы, Республиканский комитет КПРФ, ведем такую открытую работу по поддержке наших избирателей. Мы обсудили этот вопрос на заседании Бюро Рискома, на заседании фракции КПРФ в Государственном собрании. И исходя из наших решений, мы обратились и к главе Республики Башкортостан, в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы размер оплаты труда, то есть оплаты за отопление оставили по состоянию на 1 января 2020 года. Когда мы подняли вопрос, вы, наверное, повысили тарифы, оказывается, они тарифы не повысили, а по надуманным, данным, ресурсоснабжающие организации повысили объемы подаваемых услуг, и они повысили, представляете, на 40% и до 2-кратное повышение. Это же куда годится? В течение года постепенно наверстывали, и когда почувствовали, что они не набирают планируемую прибыль, в декабре так подняли, что у населения вызвало, конечно, недовольство. И результатом недовольства оплат за ЖКХ, повышение цен на продукты питания вывело людей, которые в прошедшую субботу мы увидели, и недовольство людей налицо, и поэтому органы государственной власти, законодательные органы власти, мы должны принять экстренные меры по урегулированию. И наши требования, чтобы счета пересмотреть за отопление, вернуть лишние уплаченные деньги и
оставить на уровне 2019 года, пересмотреть цены на продукты питания и действительно повышение пенсионного возраста бьет именно по пожилому слою населения. Сегодня работы нет, зарплаты нет, и еще на пенсию человек не смог выйти. И получается, они не только сами страдают, их дети, внуки страдают. Поэтому этот вопрос номер один, который нам необходимо решать на уровне руководства Республики Башкортостан. Ну, вы сразу обозначили все болевые точки и сразу же дали свои рецепты решения. Давайте вернемся. Да? Мы с вами прокомментировали с федеральным уровнем, какие заявления звучали. А как вы оцениваете позиции партии КПРФ? Позиция КПРФ, она была и остается реальной. И изучив обстановку, социально-экономическое положение в нашей стране и в мире, вот мы на прошедшем пленуме Центрального комитета... Вы как раз вернулись. Позиции, получается, партии КПРФ в сравнении с другими партиями. Вы сейчас обозначили, покритиковали «Справедливую Россию». Да. А как оцениваете, как выглядит партия в сравнении с другими? По сравнению с другими партиями мы слушаем и слышим наших избирателей, делаем для себя выводы, где не дорабатываем. И поэтому мы предлагаем именно реальные шаги по выходу или по выводу страны из кризиса. Во-первых, производственные энергетические отрасли должны быть объявлены общенародной собственностью. Природные богатства должны перейти в собственность государства от имени народа. Ну и наши самые благие социальные льготы по отрасли или по системе образования, здравоохранения, они должны быть бесплатными. Детские сады, школы, везде надо платить. Сегодня человеку нет возможности зарабатывать, а платить только давай и платить. И наша задача, чтобы по оплате за услуги ЖКХ размеры не должны превышать 10% от семейного дохода. Сегодня мы, когда анализировали, 36-40% дохода идет только на оплату отопления. Плюс к этому за твердые бытовые отходы, газ, электричество, ремонт многоквартирных домов. То есть все расходы жилищно-коммунального хозяйства легли на плечи простого населения. А государство не решает и не берет на себя ответственность. Мы, представители КПРФ на уровне республики и страны, готовы принять решение этих вопросов на себя, и мы утверждаем о том, что мы с этой задачей справимся. В прошлом году, когда мы записывали с вами интервью, в декабре, вы говорили, что в целом за год примерно плюс 10% сторонников партии здесь, в Башкортостане. Как вы выглядите в сравнении с другими ячейками коммунистов по всей стране? Да, как результаты? Мы на пленуме Центрального комитета рассмотрели вопрос об информационно-пропагандистской работе Коммунистической партии Российской Федерации в условиях глобальной войны. Эта война идет невидимая на уровне всего земного шара и, в частности, в нашей стране. И в этих условиях мы должны активизироваться, решать назревшие сегодняшние вопросы. И, наверное, мы решаем, и поэтому люди начали вступать в нашу партию. И за последние 4 года Башкирский республиканский комитет КПРФ ежегодно растет за счет приема граждан 10% и более. То есть мы по итогам 4 лет среди 85 регионов по росту рядов партии находимся на 3-м месте. И скажу небольшой секрет нашей партии о том, что которые заняли 1-е и 2-е места, они по численности в 2 раза меньше, чем мы. То есть им легче расти, а мы уже дальше. Чем больше, обороты побольше, и побольше мы принимаем. Но действительно мы стараемся с открытым лицом пойти, разговаривать,
выслушать их проблемы и решать. По возможности, конечно. Мы знаем, что в этом году будут выборы в Госдуму. Да? Официально они еще пока не стартовали, но, тем не менее, подготовка уже идет. В целом, как вы оцениваете, что самое главное должно у вас на этом пути произойти, да, и планы на этот год? И тоже вот хочу привести данные из совещания первых секретарей. Также в Москве секретарь Центрального комитета Сергей Павлович Обухов озвучил такую информацию о том, что на данный период социологические опросы показывают, что более 50% сегодня поддерживают позицию КПРФ. Это впервые вот за 6 лет я от него услышал такую информацию. Конечно, в душе немножко потеплело, но я знаю, что без работы на местах Республиканского комитета, райкомов, горкомов мы ничего не добьемся. Поэтому я пользуюсь моментом. Местные комитеты КПРФ, наши избиратели, если будут совместно работать по выявлению проблем и решать их, и вместе, если мы пойдем на выборы депутатов Государственной Думы и в городской совет нашей Уфы, я уверен в том, что КПРФ выйдет на первое место. Посмотрим, что будет осенью. Спасибо большое, Юнир Галимьянович, что вы пришли к нам на интервью. Будем ждать вас снова. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Это была программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Мы говорили о деятельности партии КПРФ. И сегодня с нами был руководитель фракции КПРФ в Государственном собрании Башкортостана и первый секретарь Башкирского райкома партии Юнир Кутулгужин. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.